насколько я знаю, он отказывается от своих показаний. Я видел его показания, я их читал. Это, конечно, ужасно. Мой мозг отказывается понимать. Но если ты мужчина, ты творил, ты признайся, я не знаю, подойди, там, извинись. Он же сначала признал свою вину. Он признал, что он убийца. Что он посредственный. И теперь они идут, нанял 2 адвокатов. И вот сейчас мы видели, как он подъехал на машине. У него служебная машина. Он поправился, ухоженный, неплохо выглядит, ни капли. Я же говорю, с таким видом выходить из машины, как будто он взял Берлин, там, я не знаю. Это нужно быть, это верх цинизма, конечно. Это удручает. Из-за одного какого-то, вот, я не знаю, преступника, сколько его охраняют здесь, у суда, его возят. Столько к нему внимания, он даже, я не знаю, даже можно представить, что он какой-то авторитет. Хотя он вообще абсолютно никого не авторитет, это ничтожество. Мужчина, который не умеет признавать свою вину, это не мужчина. Ни разу не пришли. Даже когда я выпустил пост про детей, про вот эту ситуацию, потом только мама с сестрой и адвокат надоумил их, чтобы они приехали. Но только тогда они приехали, когда я выпустил пост. У них нету ни капли сочувствия, сожаления. Ни один раз, ни адвокат, я даже с его адвокатом несколько раз общался. Они даже о детях не думали, это потом только началось. У них, конечно, он имеет право, конечно, на защиту, но отказываться от всего и цинично вот так рассуждать, он же не признает, признает, вернее, раскаивается, но он не сожалеет о случившемся. Ему даже не стыдно, что он пьяно ездил за рулем, как и мужчина. Его даже нельзя отправлять на СВО даже. Такие люди, они сразу предадут родину.